Начало 1944 года ознаменовалось крупными наступательными операциями СССР. 26 марта 1944 Второй Украинский фронт вышел к реке Прут под командованием маршала Конева, форсировал ее и в ночь на 27 марта вступил на территорию Румынии. Так началось освобождение Восточной Европы от немецких захватчиков. Участие приняли свыше 7 миллионов красноармейцев. Больше миллиона пали в этих боях. Было проведено свыше 14 контрнаступательных освободительных операций. Около 7 миллионов советских воинов сражались за освобождение десятка европейских стран. В боях за Европу участвовало и около 100 ингушей. Фотографии с героями сейчас представлены в постоянной экспозиции в зале боевой славы Музея краеведения. Можно сказать о Гадабошеве Магомеде Османовиче, 1922 года рождения, уроженец села Яндари. Он был связистом воздушно-десантных войск. Он был настолько отмечен, что в его копилке имеются ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны 2 степеней. Также он участник боев в Сталинградах, Курско-Орловской дуге, имеет медали за эти бои. Войну он прошел, не пал, был депортирован. Более 70-летий назад отгремели залпы войны, которая унесла миллионы жизней. Великая Отечественная принесла смерть и разорение в каждый уголок страны. Но вместе с тем она оставила потомкам воспоминания о героизме славных предков, воинов-освободителей. Хотелось бы назвать и своего дедушку Жахов Гамид Ибрагимович. Он был активным защитником Кавказа, но до Европы тоже дошел. И вошел даже в Германию, Берлин. Там он получил последнее свое ранение, после чего оказался в госпитале Польши, когда до него дошли слухи о том, что наш народ депортируется, и восстановившись, он поедет в Москву в головной штаб, где его уже сопроводят и отправят к семье в Казахстан. В его копилке тоже имеется орден Красной Звезды, также есть орден за заслуги, есть ордена Отечественной войны. 1945 – последний год ожесточенной битвы против фашистской Германии. Победоносный путь Красной армии на запад, как вехи отмечают освобожденные европейские города – Варшава, Будапешт, Вена, Прага, Берлин. Были освобождены такие страны европейские, как Польша, Болгария, Румыния, Югославия и непосредственно сама Германия, когда была одержана победа водружением знамени победы над Рейхстагом в Берлине. Окончание войны провозгласил акт о безоговорочной капитуляции Германии, подписанный 8 мая. День Победы, достигнутый величайшими в истории войн жертвами, стал главным праздником страны. Тамара Хшагульгова, Джамалил Султыгов, Новости 24.